Вы помните, да, у нас попадали под действие так называемых пранкеров учителя, которые проводили акции в школах, посвященные сначала 5000 погибших в Украине, а теперь 8000 погибших. То есть на полном серьезе собирали школьников и, значит, чтили память погибших, думая, что эту информацию им в школу прислали вышестоящие чиновники. То есть они привыкли получать почту, где чиновники у них требуют выстроиться в линеечку или там в какую-нибудь цифру, букву Z, сфотографироваться и все это в контакт выложить в качестве отчета. В учреждениях культуры республики прошла так называемая акция ко дню башкирского языка. Но, как вы понимаете, данная акция прошла не с официального благословения, а с благословения пранкеров. На плакатах с антиимперской риторикой упоминали даже политзаключенных, таких как, например, Айрата Дильмухаметова. Там был в том числе текст на башкирском языке на этих плакатах. Приблизительный перевод данного текста, его фрагмента такой. В истории многие империи заставляли покоренные народы переходить на свой имперский язык, потому что они понимали, родной язык укрепляет национальную самобытность и единство, а значит усложняет насильственное навязывание чужой воли и дает народам возможность действовать в собственных интересах. Те, кто менял язык, пытались изменить и саму сущность народа. То есть, конечно же, это правда, мы прекрасно понимаем, но эта правда на данный момент никак не оправдывается существующим режимом, да, ведь могу только поаплодировать тем мастерам своего дела, которые буквально выводят на чистую воду наших нерадивых педагогов и деятелей культуры, с позволения сказать.